наш дуал. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Я с утра в заботах, хлопотах приготовить что-то вкусненькое, но решила приготовить, знаете что? Домашних курочек отварить. Ибрагим мне перед тем, как пойти в колледж, вот так вот 2 петушков зарезал. Одного я поставила уже варить. Так, на плиту не смотрите, это я чистила кур, вернее петушков. А этого решила оставить, потому что хотела обоих. Сделать обычную нашу ингушскую подливу, бульончик, потому что дети больны. И, ну, короче говоря, вы сами знаете. Но Мадина написала, что она приехать не может. Тоже заболела, детки тоже болеют, боится выезжать, выходить. Поэтому эту курочку я решила оставить. К вечеру, Танзила, когда приедет, к вечеру поедем туда, отнесу им, пусть она там себе там бульончик варит, что хочет делает. А сейчас я просто отварю для нас курочку и сделаю галушечки из кукурузной, нет, из пшеничной муки, кукурузную Танзила не любит. Так, мои дорогие, Танзила приехала, и за ней же приехали ее заказы. Так, да, я в прямом эфире говорила, но сейчас повторю тоже, потому что, короче, снимать Танзилу нам запретили. Поэтому Танзила будет за кадром, можно сказать. Вы ее будете слышать, видеть, может быть, ее руки кивает, как будто бы они видят твой кивок. А снимать нам ее не разрешают, к сожалению. Так, значит, такой заказ. Самое главное, я поставила варить курочку для нас. Она уже, вот видите, варится. И поступил, как будто бы они знали заказ. Разбила я 2 крышки своих кастрюль, надо будет покупать. Пришлось вот такие вот крышки положить. Эта плитка мне невыгодна здесь. Короче говоря, позвонила ей одна клиентка, они заболели, у нас очень много больных, я это уже говорила, мои дорогие. Хочет супчик на курином бульоне. Именно просто на бульоне жидкий такой супчик. Но курицу, говорит, саму курицу не хотят. Поэтому курицу будем есть мы, супчик для нее. Также она заказала пельмешки и манты. Сейчас я быстро буду ставить манты. Вода закипела. Для супчика Танзила тут уже зажарку делает, лучок. Тут еще один у нее заказ. Здесь пюре варится, закипает картошка. Она какие-то обеды мужчине одному готовит уже неделю. Это невестка заказала, она сама в Москве. Да, свекруха лежит в больнице, а сноха живет в Москве с мужем. И вот она с Москвы заказывает, чтобы свекор не голодал, можно сказать, да, вот такие вот у нас. Я сейчас это все озвучиваю, потому что вчера были вопросы, все ли умели готовить или что, потому что когда поступают заказы, вы спрашиваете, почему заказывают, зачем. Просто разных ситуаций, друзья, очень много. Кто в больнице, кого нет дома, например, да, многие девочки работают. Вот одна клиентка у нас была, дети приходили со школы, а ее дома не было, потому что на работе. Во-первых, так, во-вторых, конечно, вот если честно, я бы не покупала. Я бы, если даже работаю, я бы себе заготовила выходные. Я бы заказывала, даже сейчас. А я бы нет. Я бы пожалела деньги, которые будут идти. Не все, вот она не жалеет себе. В принципе, с одной стороны, хорошо. Она не заморачивается, она не отдыхает себе после работы. А я бы после работы приготовила, заморозки бы поставила. Она же заморозки у нас, в принципе, покупает. Вот, ну вот, у кого есть деньги, они могут себе позволить заказать. Вот так вот, друзья, заказывают. Так, у нас тут килограмм мант заказ. Ну, в вареном виде. Ну, она сейчас, вон, говорит, что сил даже нет подойти к плите. Ну это да, которая больная. Вот те, что пельмени и пельмени и пирог заказывала, она тоже. Она сломала ногу, например. И дома нет снохи, дочка замужем. Вот дочка ее заказала. Вот так вот. Мне кажется, все-таки мы сейчас Мадине напишем. Может, Мадине тоже мы в готовом виде повезем. Пускай бульон повезем в чем-нибудь, чтобы готовое у нее было. Она же тоже уже и сама заболела, тоже кашляет. Мы сейчас ее спросим. Может быть, ее курочку мы тоже отварим, приготовим и уже в готовом виде. Им тоже будет проще. Что она будет заморачиваться?
Так, все, представляете? Нет, эту крышку я не разбила, Танзила. Где, интересно, она у меня ее? Я тут ничего найти сегодня не могу. А? Сковородки. Ну, я две крышки от кастрюль сама разбила. Вчера ездила в магазин, забыла. А я, наверное, покажу вам свои покупочки, которые в магазине покупала. Зажарку сейчас, подожди. Все, так, это пошла. А я не рано поставила? Ты же еще картошку даже не закинула. А она быстро варится. Ну и они быстро сварятся. Так, короче, поставила манты варить. Сейчас будем делать зажарку и супчик. Все, друзья, идет у нас в процессе, короче, суп. Для супа зажарка. Поставили зажарочку. Вы Исмаилу зелень сказали? Да, сказала. Зелень сейчас привезет. Так, мне надо будет после обеда поехать посылки отправить. И не может быть, а мясо куплю. У нас с Танзилой, как я вчера говорила в прямом эфире, у нас заготовка должна быть большая. Мне нужно отправить одному человеку полуфабрикаты. Хочу отправить от себя. Это не заказ. Мне надо. Так, котлеты Танзила делает. Так, Танзила, масло уже раскалилось. Ну, положи тогда. Это я котлеты делаю или ты? Ты посмотри на нее, положи тогда. Остальное я сделала. У тебя Так. форма лучше получается. Ты коза такая, а? Умеешь же. Все-таки, когда вдвоем, друзья, дружнее, быстрее все проходит. Ты их, по-моему, большими слишком сделала. Вот. Тебе не кажется, что они большие? Мне так на руку кажется, они большие. У тебя рука маленькая. У меня рука маленькая, да? Ты по своей руке делала, да? А я взвешиваю, чтобы они Сейчас эти котлеты одинаковые будут. все одинаковые были. Ну, ты у нас же профи, мне до тебя далеко. Цыпленок, как там цыпленок? Курица учит, да? Ты когда хоть что-то у меня спросишь, мне хоть стой, хоть падай. Почему? Спрашивать надо. Я же забываю, видишь, у меня же тортики уже не получаются, которые я делала. У тебя они получаются. Да, как ты хорошо получается. Я не могу их уже почему-то. Мне надо один раз все-таки попробовать. Я говорю, не могу. Один раз не получился, и с тех пор я его не делаю. Может, мне попробовать? Слушай, мне нужно хороший пирог-лимонник. Я вчера обещала, что буду печь пирог-лимонник. Так, у нас утром было очень холодно, не сырая, неприятная погода. Сейчас опять солнышко. Все-таки, что бы мы ни говорили, конечно, когда солнышко, настроение бывает чуть-чуть получше как-то. Приподнятое настроение бывает. Или у меня оно приподнялось, потому что Танзила приехала. Одной все-таки дома скучно. Ну ладно, не буду занимать ваше время, друзья. Ну вот, друзья, заказ с Танзилой мы уже почти выполнили. Сейчас она достает вареники. Котлеты, это нам просто дома уже остались. Вот такие 4 котлеты и пюрешка. Это 2 заказа, друзья, 2. Так, закрывать нельзя, ты должна же для Инстаграма снимать, да? Так, вот такие вот пельмешки. Вот такие вот манты. Вот такой вот супчик. Дай половник. С вот такими вот маленькими макарошками, со звездочками. Это у нас для болеющих. Так, картошку просто мы специально побольше, потому что она у нас очень разваристая. Если бы меньше были кусочки, то она бы слишком разварилась. Так, кастрюлю отправляем вот так, как есть. Таксист вернет ее обратно. Так, что у нас еще? Вареники с картошкой. Ты знаешь, что они с картошкой? Да. Давай свою формочку. Там пельмени оказалось. Один пельмень плавает. Вот так. Короче, снимай вот так вот, да, вот медленно, не спеша.
Вот, мы Танзиле купили телефон. Она его купила в рассрочку, друзья, но сегодня нас раскрутила всех. Вы мне, говорит, все на будущее день рождения скинетесь и за меня будете платить. Так что придется Танзиле расплачиваться за Танзилин телефон нам потихонечку. Ну, пусть будет так. Она давно мечтала о телефоне, чтобы хорошо у нее были съемки хорошие. Все, ну все. Все, он подъезжает, таксист? Он же подъезжает. Ну вот, мои дорогие, заказ мы отправили, Танзила моет посуду, а я хочу распаковочку мою показать, что я вчера купила. Тут небольшой заказ от моей подруги. Кое-что купила сама для нее, кое-что она купила, кое-что она попросила меня купить, кое-что я сама для нее купила. Сегодня хочу отправить посылку, но 2 посылки мне нужно отправить. Сегодня ее вряд ли я ее отправлю, у меня одна уже готова посылка. Отправлю эту посылку и еду сейчас в Назрань за мясом. Я сказала вам, что у меня должна идти такая, можно сказать, большая заморозка. Ну, все вы увидите. Поэтому сегодняшний ролик сейчас завершу, просто покажу. И, наверное, вот так вот маленькими роликами буду снимать, пока вот этот ажиотаж как-то у меня идет, да, а то, когда много съемок, это нам, ну, много надо сидеть, смотреть, просматривать. А сейчас я, наверное, сама быстро его сконвертирую, не буду ждать, пока Ибрагим придет домой, и запущу. Так, Танзила приехала, думала, Аишка здесь будет, но мы вечером, как я сказала, мы вечером обязательно поедем к ним. Купила мольберт для нее, вот такой вот. Будет рисовать, будет рада Аишка очень. Они друг друга просто обожают, Танзила и Аишка. Танзила очень хотела сама, чтобы у нее была дочка, поэтому все время за Аишкой. А сегодня она, ну, по телефону связывалась с Мадиной и говорит, что я Аишке купила вот такой вот мольберт. А Мадина говорит, вы все Аишке, а Мухаммеду что? Я говорю, Мухаммед еще маленький, он еще не знает. У него целый вагон там машинок стоят, а он еще не так уж разбирается в этих игрушках. И, по-моему, Аишке отец купил колясочку для куколки. Так Мухаммед, когда я туда ездила, вот часа 2 сидела с детьми, колясочкой игрался. Все машинки его стоят, а он катает куколку в коляске. Так что вот так. Ну, этот мольберт можно и Мухаммеду тоже. И он будет рисовать, черкать. Это однозначно. Еще и будет спорить с Аишкой. Так что вот такой вот. Ну, распаковывать я сейчас не буду его. Вот он на картинке, видите, по-моему, да, вот такой вот мольбертик. Интересно, его надо там собрать, кое-что. Очень дорогой, я говорю, ничего себе, 5000 стоит. Так, я сейчас камеру переверну, наверное, и покажу, что же я купила. Просто девочкам, женщинам же бывает интересно покупки посмотреть. Так, у мамы телевизор работает громко. Так, ну это я для себя купила. Вот такие вот вилки. Ну, недорогие купила. Надо потихонечку, хочу собирать их, чтобы вот когда много гостей бывает, чтобы они у меня были. Когда маулид, когда свадьбы, потихонечку вот так вот соберу. Более-менее одинаковые. Вот 6 вилок, 6 ложек таких. 400, сейчас у меня есть. У меня есть эти. Так, набор вилок. Нет, даже 340 только. И 320 набора ложек. Совсем недорого. Так, ну ножички вот такие вот купила. Тоже хочу собирать их понемножечку. Они очень остренькие. Вот с хорошими наборами, которые ножи, они бывают не острые. И всегда у нас, особенно мужчины, просят поострее ножичек. Ну, вот такие вот ножики. Ножи тоже не очень дорогие. Сейчас я вам скажу. Они стоят 260 рублей. Ой, вот такие вот ножи. Так, картошку, морковку чистила, руки, друзья, грязные. Вот такие ножички, они очень острые. Не знаю насчет как качества, но мы все покупаем их у нас в Ингушетии. Девочки знают, друзья знают. Так, что еще? Это я себе купила. Купила такую кружку литровую, потому что я в тот раз покупала пол-литровую, она неудобная. Даже мне написали в комментариях, что вы из кастрюли переливали воду, не горячая ли она. Нет, вода была холодная, просто чтобы не ждать, пока она наберется, еще пол-литра. Я поэтому, ну, и купила вторую мерную кружку такую, потому что пол-литровой неудобно.
Кружка 48 рублей. Так, купила вот такую вот лопаточку для салатиков. Накладывать салаты, особенно вот эти вот, которые слоями. Вот удобно будет. Тоже 68 рублей. Купила лопаточку для тортика. Тоже 98 рублей. Это на кухню. А так у меня для гостей есть покрасивее, конечно. И вот, наконец-то, купила вот такую вот эту лопаточка для сыпучих продуктов. Вот она. Мне нужна была для муки. И она тоже стоит всего 85 рублей. Вот такая небольшая покупка. Это для меня в дом. Хоть и ерунда, но показала вам. Так, потом купила вот такие вот кружки. Это я купила ей в подарок. Это кружка двойная такая, сердечко. Сюда вот наливаешь воду, чай, сок, воду, что-то. И вот видите, она в форме сердца. Вот так, не знаю, наверное, не видно, но вот появляется в виде сердца. Красивая кружечка. 4 таких кружки купила. Кружечки стоят 220 рублей одна. Вот. Кому интересно, друзья, в этом магазине посуды бывает интересно. И некоторые даже просят, чтобы я что-то купила и им прислала. Если что, я могу и прислать. Я некоторым девочкам отсылаю, покупаю. Так, а это она сама попросила. Там она еще много чего просила, но, к сожалению, сейчас в магазине не было этих вещей, потому что сейчас на Новый год все-таки раскупают подарки на подарки. Вот, так, вот это вот очень красивый наборчик такой для специй. Стоит этот набор 600 рублей. Так. Очень симпатичный такой, но не буду распаковывать. Наверное, вы видите. Видно, вот как на картинке, вот такой вот. Очень красивый. Я когда-то для себя на рынке покупала его за 1000 рублей, еще давно. Так что 600 рублей за такой наборчик немного. Так, что еще? Я цены называю, потому что вы можете там сопоставить, посмотреть, где можно купить дешевле, если что. Так, и купила ей 2 вот таких вот силиконовых коврика. Один чуть побольше, тоже не буду весь распаковывать. Этот поменьше, который... Сейчас, минутку. Так, коврик, который 30 на 65. Один из них стоит 650, короче говоря, да, а один стоит 420. Вот. 2 вот таких вот коврика. Розовый побольше, голубенький поменьше. Это она просила ей прислать. Вот таких вот 2 силиконовых коврика. Так, и вот такие вот подтарельники. Стоит одна из них 70 рублей. Здесь 12 штук на 840 рублей. Вот такая вот симпатичная. Там есть очень много их. И в серебре, и в золоте, и разными рисунками. Это она сама захотела в серебре. Вот такая покупочка у нас у меня, друзья. Показала вам, если что. Если вам нужно, может быть, где-то покупаете дороже, смотрите. Все. И я поехала теперь в Назрань. На этом я этот влог сейчас закончу, друзья. Всех благ вам, мира и благоденствия. Мяш дахалши. Вот как-то так сегодня.